ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошла Ночь музеев. Традиционным местом проведения всероссийской акции стал историко-краеведческий музей. Правда, в этом году программу пришлось ужать. Половина выставочных залов закрыта на ремонт. Хотя музейным работникам это ничуть не помешало презентовать свой новый крупный проект – «Солнечный оленя Лостимана». Пришедшим показали документальный фильм и виртуальный тур с названием «Святилище предков». Они посвящены своеобразному храму древних Коми. Туда и поныне приходят охотники просить у духов природы удачи в промысле. Теперь завеса тайны приоткрыта и для простых горожан. Мы показали ухтинцам уникальное такое, даже можно сказать, таинственное место, к которому мало кому удастся добраться – Эшемесскую пещеру. И вот этот проект, мне кажется, интересен и тем, что действительно люди впервые увидели, что это за место, каким образом можно добраться, что ждет их впереди и что на самом деле представляет из себя этот уникальный археологический памятник. И пока кто-то размышляет над верой наших предков, другие окунаются в традиции немного иначе. Участвуют в мастер-классе «Кукла-стригушка». Эта незатейливая игрушка имеет давнюю историю. Родители, в частности мамы, всегда с собой на сенокос брали деток. Оставить их было не с кем, поэтому они их брали с собой. Для того, чтобы ребенок всегда был занят, его занимали самодельной игрушкой, вот такими куколками-стригушками. Делали их из подручных средств. Что мы можем найти в поле? Какие у нас есть подручные средства? Правильно, сено, зеленая трава, ветки, нитки, да, возможно, нитки брали с собой, а также лыка. К слову, наши предки думали не только о развлечении своих детей, но и об их здоровье. В куклу-стригушку вплетали не только сено и солому, но и полевые растения с целебными свойствами. Их же использовали в специальных мешочках для сна. В красную тряпочку заворачивали мяту, еще целый список высушенных травок. Положить этот мешочек под подушку, если выпрямим его, либо положить рядом с кроватью, либо просто оставить где-то в доме. Кто-то кладет с собой, допустим, в машину. И когда вы ложитесь спать, для того, чтобы снились приятные сладкие сны, его достаточно слегка вот так помять. Вот таким вот экскурсом в культуру предков порадовал своих посетителей историко-краеведческий музей Ухты. Хочется констатировать, в этом году, конечно, скромно, но, что называется, со вкусом. Правда, сотрудники обещают, восполнят все с лихвой на Ночи искусств. Ее традиционно проведут осенью.